بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Всевышний Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: сегодня я усовершенствовал для вас вашу религию и довел для вас свою милость, и я стал довольным для вас религией ислам. И мы упомянули и сказали, что будем говорить о 10 вопросах, которые касаются этого аята. И эти 10 вопросов, как сказал шейх Мухаммад аль-Амин аш-Шинкити рахимахуллах, вокруг которых крутится весь этот мир. Мы упомянули первые 2 из них. Первый это был ат-Таухид, единобожие. Второе это аль-Ва'зу, напоминание, или же проповедь, чтобы каждый человек в первую очередь сделал сам себе напоминание, зная, что Аллах Азза ва Джаль наблюдает за ним, и что Аллах Азза ва Джаль над всякой вещью сильный и могущественный. И третье сегодня это аль-фарку байн аль-амали ас-салихи ва гайрихи. Это разница между правильным деянием, правильным поклонением и другим, то есть неправильным. И также в священном Коране есть ясное разъяснение насчет правильного поклонения, то есть поклонение, которое принимает Аллах Азза ва Джаль. И оно включает в себя 3 вещи. Если одно из них не будет присутствовать в верующем человеке, который будет поклоняться Аллаху Азза ва Джаль, то его поклонение не будет принято Аллахом Азза ва Джаль. И по поводу поклонения Аллаху Азза ва Джаль, то есть неправильного поклонения, которое Аллах Азза ва Джаль не принимает у людей, люди разделились на 2 категории. То есть это те, которые поклоняются Аллаху Азза ва Джаль невежеством, то есть не зная, как правильно должны поклоняться Аллаху Азза ва Джаль. То есть из-за невежества в поклонении они не делают правильное поклонение Аллаху Азза ва Джаль. И вторые это те, которые знают истину, однако они упорствуют или же не принимают истину из-за своих страстей, из-за того, что они следуют своим новшествам, то есть новшествам, которые они придумали в этой религии. То есть именно вот эти 2 категории, у которых Аллах Азза ва Джаль не примет их поклонение. И по поводу их Аллах Азза ва Джаль также в Коране сказал: «Иннахум альфау абаахум даллин, фахум аля атарихим юраун». Аллах Азза ва Джаль в этом аяте говорит: они, эти люди, которые нашли, то есть своих отцов заблудшими, и они последовали им. То есть в то время, когда перед ними была истина, из-за того, что они нашли своих отцов на этом заблудшем поклонении, они просто последовали им. Это является из великого заблуждения. И также есть некоторые люди, которые, зная, что они грешат, зная, что они ослушаются Аллаха Азза ва Джаль, все равно стоят на этом, то есть и продолжают ослушаться Аллаха Азза ва Джаль, или же поклоняться Аллаху Азза ва Джаль не тем, чем было ниспослано с Аллахом Азза ва Джаль его пророку, саллаллаху алейхи вассалям. И думая, что они успеют сделать таубу, что они успеют сделать покаяние Аллаху Азза ва Джаль перед смертью. Однако сколько было людей, которые так и не успели сделать таубу Аллаху Азза ва Джаль. Те, которые умерли на своем заблуждении, валь-аяду биллях. И первое, и у правильного поклонения, то есть поклонения, чтобы Аллах Азза ва Джаль принял его, есть 3 условия. То есть некоторые ученые определяют как 2, но есть также 3 условия, можно их определить. Первое, это чтобы это поклонение соответствовало
тому, чем пришел пророк, алейхиссалату вассалям. И то есть этим мы понимаем, что все новшества будут не приниматься Аллахом Азза ва Джаль, то есть все новшества религии, поклонений. И также некоторые ученые сказали, что новшества религии это любимее шайтану, чем другие ослушания Аллаху Азза ва Джаль. Почему? Потому что человек, который делает новшество религии, человек, который делает бид'a, он считает, что он поклоняется Аллаху Азза ва Джаль, считает, что он делает правильно, считает, что он следует сунне, и из-за этого он всегда постоянствует на этом, не делая таубу. И поэтому это любимое дело шайтану, валь-иязу биллях. И также, если же поразмыслить над теми людьми, которые, например, аль-кубурия, которые поклоняются могилам, или же те люди, которые просят у тех, кто в могилах, чтобы они стали им посредниками между ними Аллахом Азза ва Джаль. То есть их заблуждение бывает ясным. И когда ты у них спрашиваешь, почему же, если вы действительно свидетельствуете, что нет достойного поклонения никого, кроме Аллаха Азза ва Джаль, что посланник Мухаммад, что Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, является рабом и посланником Аллаха Азза ва Джаль, почему же вы не следуете пророку, алейхиссалату вассалям? То есть, почему не следуете пророку, алейхиссалату вассалям? Что же в вашем понимании рисаля? Что же в вашем понимании послания пророка, алейхиссалату вассалям? И поэтому, то есть, в этом понимается их заблуждение. То есть, даже, как мы знаем, есть очень много трудов ученых, разъясняя все заблуждения, нововведения, однако даже этого достаточно. И как Аллах Азза ва Джаль в Коране сказал: «Вама атакумур расулю фахудуху, вама нахакум ану фантаху». И то, что вам принес пророк, алейхиссалату вассалям, так возьмите же его, говорит Аллах Азза ва Джаль. А то, что он вам запретил, сторонитесь этого, говорит Аллах Азза ва Джаль. И также в другом аяте Всевышний Аллах говорит: «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха фаттаби'уни юхбибкум Аллах». Скажи, если вы любите меня, то есть «Куль ин кунтум тухиббуна Аллаха», скажи, если вы любите Аллаха Азза ва Джаль, фаттаби'уни юхбибкум Аллах, следуйте же за мной, и Аллах Азза ва Джаль вас полюбит. Так чего же нужно человеку, чтобы его Аллах Азза ва Джаль полюбил? Ему достаточно, чтобы он следовал посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, и не делал шаги ни влево, ни вправо, только чтобы он шел прямым путем. Больше от него Аллах Азза ва Джаль ничего и не требует. И также Всевышний Аллах Азза ва Джаль в другом аяте говорит: «Ма юта'ир расуля факад атаа Аллах». Тот, который подчинился пророку, алейхиссалату вассалям, поистине он подчинился Аллаху Азза ва Джаль. Второе из условий, чтобы Аллах Азза ва Джаль принял наше поклонение, это чтобы наше поклонение было искренним ради Аллаха Азза ва Джаль, чтобы наше поклонение было ради лика Аллаха Азза ва Джаль. И Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Вама умиру илля лиябуду Аллаха мухлисина лахуддин». И Аллах Азза ва Джаль говорит: а ведь им было велено лишь поклонение Аллаху, служа ему искренне. Это то, что требует от нас Аллах Азза ва Джаль. И также Всевышний Аллах Азза ва Джаль в другом аяте говорит: «Куль инни умирту ан а'буду Аллаха мухлисан лахуддин». Скажи, поистине мне было велено, чтобы я поклонялся Аллаху Азза ва Джаль искренне, чтобы я поклонялся Аллаху Азза ва Джаль. И передается от Кади аль-Ияда в аяте, который мы прочитали в прошлой хутбе, в суре Тауба, который пришло: «Хуаллади халакал маута валь хаята лияблювакум айюкум ахсану амаля». Где Всевышний Аллах Азза ва Джаль сказал: Он тот, который создал смерть и жизнь для того, чтобы испытать вас и чтобы узнать, кто из вас поклоняется Аллаху Азза ва Джаль искренне. Кади аль-Ияд сказал по поводу этого аята, что и когда он сказал, что здесь имеется в виду это искренность и следование пророку, алейхиссалату вассалям, у него спросили, то есть у Кади аль-Ияда спросили: «Фассирху лана я Аба Али», сделай нам тафсир этого аята, что это означает?
чтобы мы поклонялись Аллаху Азза ва Джаль, именно чтобы наше поклонение было искренним Аллаху Азза ва Джаль, и также, чтобы оно было правильным. Кади Ияд сказал: любое поклонение, которое было ради Аллаха Азза ва Джаль, однако, если оно не соответствовало сунне пророка, алейхиссалату вассалям, то это поклонение будет опровергнуто. Аллах не примет это поклонение. И также поклонение, которое соответствовало сунне пророка, алейхиссалату вассалям, однако было не искренним ради Аллаха, также не будет принято. Однако, после этого Кади Ияд сказал: поклонение, которое Аллах Азза ва Джаль принимает, это чтобы аньякуна лилляхи, то есть аль-халису аньякуна лиллях, то есть искренне, чтобы это было ради Аллаха. И также правильное поклонение, это чтобы оно соответствовало сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Главные два условия поклонения верующего человека, чтобы Аллах Азза ва Джаль принял его поклонение. И последний, третье из того, что упоминают ученые из тех условий, то есть из трех условий, чтобы Аллах Азза ва Джаль принял наше поклонение, это чтобы его поклонение было построено на основе правильного вероубеждения. Чтобы это было построено на основе правильного убеждения. Почему? Потому что поклонение является крышей. А то, что акида, то есть вероубеждение, это основа. То есть если человек построит крышу без основания, то его жилище рухнет. Поэтому очень важно, чтобы это также там соответствовало правильному вероубеждению. И сегодня мы можем увидеть многих людей, которые, наверное, поклоняются искренне Аллаху Азза ва Джаль, наверное, даже и следуют сунне пророка, алейхиссалату вассалям, однако в вероубеждениях у них бывает большой провал. Таких, как те, которые поклоняются, например, тем же могилам, или же те, которые Нусайрия, Алявия, те, которые взывают Али, радийаллаху анху, или же другим. И Аллах Азза ва Джаль в Коране говорит: «Вама я'маль мин ас-салихати мин закарин ва унта ва хуа му'минун». Тот, который будет поклоняться Аллаху Азза ва Джаль благими деяниями, будь это мужчина или женщина, будучи верующим. То есть Аллах Азза ва Джаль, чтобы это поклонение принял, Аллах Азза ва Джаль поставил условие, чтобы он поклонялся, будучи верующим в Аллаха Азза ва Джаль, чтобы у него было правильное вероубеждение. И также Аллах Азза ва Джаль в другом аяте говорит: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, говорит Всевышний Аллах. И Аллах говорит: мы приступим мы к тем, то есть к тем из благих дел, что совершали многобожники, то есть, как мы говорили до этого, многобожники также совершали благие дела. Однако Аллах Азза ва Джаль говорит, что Он приступит к ихним поклонениям, то есть разъясняя их поклонение, которые они совершали. И Аллах говорит, что Он обратит это в прах и развеет, и их деяния будут тщетными. Почему? Потому что они предавали сотоварища Аллаху Азза ва Джаль. То есть эти три главные условия, которые должны быть верующим человеком в поклонении Аллаху Азза ва Джаль. И это был третий вопрос из 10 вопросов, по которых мы начали говорить. Ва саллаллаху ва саллям аля набийина Мухаммад, вальхамдулиллахи раббил алямин.